35-я колония, значит, очень тяжелое материальное положение. То есть колония требует либо практически полного переоборудования, то есть, проще говоря, надо все сносить и все заново строить, вот, либо, извините меня, ее просто надо сносить, а строить где-нибудь все-таки в других местах. Вот, в более приближен транспортное и тому подобное. Значит, в чем это заключается, вот материальное положение очень тяжелое? Дело в том, что там достаточно сильные ветхие помещения, очень сильно ветхие помещения. Крыши, стены, то есть ветхость достаточно серьезная, то есть там, допустим, 4-й барак, просто ветхость потрясающая. То есть мы наблюдали в помещениях, когда штукатурка прямо целыми пластами отвалилась, и люди так просто живут там, вот эти накрест, вот эти реечки наколочены, да? Дранка, да, вот эта дранка вот наколочена, и так люди живут. То есть вот такой кусок из стены вывалился, тут вывалился, здесь вывалился, и вот спокойно как бы люди продолжают жить, да, там. Значит, то есть вот ветхость достаточно большая в этом отношении. Вот. Второе такое достаточно серьезное замечание. Колония, конечно, числится не переполненной, но там сложилась очень необычная ситуация. Ситуация заключается в следующем. Там почему-то искусственно создана система переполнения. То есть мы заходим в какой-то один из отрядов. Это практически во всех отрядах это есть проблема. Это во всех отрядах есть проблема. Заходим в отряд. Вот одна секция отряда, вот вторая секция отряда. Рядышком буквально находится. Одинаковая площадь, абсолютно одинаковая площадь. В одной секции с одной и той же площадью живут 6 человек вольготно. Значит, одноярусные кровати, шикарно сделанный ремонт, все блестит. Сами заключенные с иголочки одеты, новенькие робы. Заходим в соседнюю, точно такой же по площади. Двухъярусные кровати чуть ли не друг к дружке. Мало того, еще так поставлены, что они могут, например, перекрывать вход. Мы говорим, а как пожарная безопасность? А вот сложное объяснение. Сами заключенные какие-то замуренные, робы на них ветхие. Мы говорим, а в чем дело? Почему эти в идеальном состоянии еще вольготно живут, а это... И объяснение, конечно, администрация дает фантастическое. Они говорят, а заключенные так сами захотели. Вот одни захотели тут вместе жить, а эти захотели так жить. Вот этим родственники дали деньги на ремонт, а вот этим не дали деньги на ремонт. То есть такое ощущение, что не администрация как бы определяла, кто здесь должен жить, а сами заключенные, вот они приехали и расселились, и на администрацию не обращают внимания. То есть и получается такая ситуация, что есть огромная масса секций, огромная просто масса секций, где буквально люди... Значит, переполнение просто жуткое вот этих самых секций. Просто, да. Я могу, мы тут анализировали данные, вот, например, отряд номер 7. В отряде номер 7 101 человек на момент посещения членами ЛНК присутствовал. Средняя площадь на человека в отряде, в жилых секциях, то есть без учета помещения общего пользования, 2,45. Норма у нас российская 2 метра. Вот, соответственно, в секциях, где меньше 2 квадратных метров на человека, в жилых секциях, проживает 25 человек. Основная масса заключенных, больше половины, живет в секциях, где средняя наполняемость от 2 до 3 квадратных метров, 54 человека. А дальше уже идет, видимо, главкомитет. 12 человек, соответственно, проживают в секциях, хороших, где норма наполняемости от 3 до 4 квадратных метров, площадь, да, норма площади на человека от 3 до 4 квадратных метров. И 10 человек особо привилегированных, которые проживают в секциях, где больше 4 квадратных метров, как правило, около 5. Европейский стандарт. Да. Вот это разделение, конечно, сложно понимаемое. Ярким примером может служить особый, есть там практически в каждой колонии есть особый отряд, куда помещают особо ретивых нарушителей. Это так называемые строгие условия содержания. Вот. И вот этот отряд, там, значит, как нам заявила администрация, вот есть там 2 секции. Вот. Одним из больших шоков оказалось в том, что там не 2 секции, а 3 секции. И эту 3-ю секцию от нас скрывали в течение 3 поездок. А по сути было 4. А в реалии было 4 секции.
То есть, значит, как мы обнаружили, что там было не 2 секции, а 4. Одну секцию от нас скрывали полностью. Самое интересное, что с нами ходил представитель УФСИН Республики Коми, и он тоже не знал, что есть еще одна секция. Подпольная секция, спрятана где-то. И нам потом, когда я говорил, а вот что за той дверью, мне говорили, да там хоздвор, бесполезно. Вот, мне надо было тогда сказать, рявкнуть и сказать, откройте, войти и обнаружить вот эту самую секцию. Доверяем? Да, ну мы же доверяем, это же люди в офицерах, это же люди в погонах. И этот человек в погонах, в офицерах, говорит, да, это хоздвор. 3-й заход, мы просто... как обнаружили ситуацию? Мы стали вымерять. Вот мы когда замерили всю секцию, мы стали измерять, и вдруг смотрим, угла нет. Мы говорим, что тут у вас угол огромный отсутствует. Где? В чем дело-то? И вот это был в 3-й раз, когда мы это обнаружили, сказали, мы хотим зайти в этот угол. И вот тут, перед самым заходом, говорят, да, у нас там секция. А вы что туда не хотели? Вы же не спрашивали. И это говорит офицер. Это говорит зам по бору, зам по безопасности колонии. Нам говорит, оперативной работе. Да, заявляет нам вот это. А мы же не хотели этого сказать. То есть у нас сразу возникло. Да, и когда мы зашли, мы обнаружили там свежие оштукатуренные стены. То есть месяц назад, когда мы заходили, видимо, там что-то было очень интересное, что нас туда не шибко-то хотели запускать. Мало того, ходящий с нами работник УФСИН, то есть вот федеральный, их непосредственный начальник тоже не знал, оказывается, об этом месте. То есть, ну, это, конечно, шок, и шок достаточно сильный был. Так вот, что же, собственно говоря, да, еще вот это одна секция, а еще одна секция, дело в том, что мы когда зашли, 2 секции были нами обнаружены, а 3-й это был специальный зал, в котором они должны как бы там смотреть телевизор, выслушивать лекции, там, значит, как-то проводить досуг, потому что СОН это такая закрытая, это зона в зоне. Они закрыты, они не могут выйти в колонию. Внутренняя тюрьма. Это такая внутренняя тюрьма. Вот. И это место, где они как бы должны проводить свое время. Они на работу не выходят, это СУОН, да, строгие условия. То есть это такой маленький... И вот значит, мы неоднократно у заключенных задавали вопросы. Задавали вопросы о том, что, значит, сколько секций, а где секции, и все. И заключенные нам, несколько человек нам проговорили, сказали, а вот в комнате для воспитательной работы стояли койки. И прямо перед вашим приездом, перед первым вашим приездом, эти койки были вынесены. То есть там жили люди. То есть это была еще одна секция создана. Так что касается этих 2 секций официальных, которые существовали, которые нас не прятали, которые нам показывали. Если мы заходили в одну секцию, мы обнаруживали, опять это нагромождение кроватей, опять это, значит, 2 таких маленьких толчка, проломанный пол, вонь страшенная. Значит, все это очень такое убогое. Сами заключенные в них тоже в этих робах потертых, очень сильно, такие, с такими землистыми лицами запуганные. Другая секция, значит, все, сделан идеальный ремонт. Заключенных нету такого сильного перебора. Почти все заключенные в новых робах, абсолютно новых робах. То есть я так не понял, вот это вот разделение, это вот в связи с чем это было сделано? В связи с чем было сделано? Значит, одна секция, где идет переполнение, где, извините меня, условия достаточно... Да, в идеальной секции там еще и душ есть. Прямо внутри секции есть душ. Вот. И, пожалуй, последняя капля, которая вот меня привела в шок вот этого разделения, это когда мы в последний заезд, наш 4-й заезд, зашли вот еще раз в эту 2-ю плохую секцию, где так вот это все убого очень, и стали спрашивать о том, что вот надо подготовить вы иски, чтобы вот ваши условия действительно очень тяжелые. Вдруг сзади слышу голос одного заключенного, который говорит, можно задать вопрос? Заключенный в идеальной робе. Я сразу понимаю, что это не простой человек, это явно кто-то из вот таких вот по кастовой лестнице заключенных какой-то очень высокий. Он мне говорит, можно вопрос? Я говорю, да, пожалуйста, когда вы отсюда уберетесь? А за спиной у этого заключенного стоит офицер. Офицер и улыбается. То есть, проще говоря, представитель ОНК, наблюдательной комиссии, заключенный практически бросает вызов. Убирайтесь и не исполняйте своих обязанностей здесь. А офицер стоит за спиной его и улыбается. У меня сразу возник вопрос, кто управляет данной колонией? Люди в погонах, кому государство зарплату платит? Или вот этот вот гопник в вылизанной робе? Кто управляет колонией? Я этот вопрос несколько раз задавал самим этим офицерам, которые мне говорили, нет, у нас здесь все хорошо. И нашему ГУФСИНу говорил, это что такое? Это что у вас в колонии творится? При этом начальника колонии
предыдущего он был осужден и отстранен, лишен там всех званий и тому подобное. У них постоянная проблема пьянства в колонии. Они сами нам говорили: о, это у нас большая проблема, мы постоянно вылавливаем пьяных, постоянно вылавливаем пьяных. У них проблема с тем, что у них погиб заключенный от передозировки наркотиков. И вот эта колония, нам утверждают, что это все замечательно. У нас здесь управляет офицер.